Осколки разбитой дверной рамы впились в щеку. В легкие ворвался едкий запах пороха. Сквозь пыльную завесу склада я увидел его, моего Егорку, маленькую, напуганную фигурку в перекрестье прицела чудовища. И понял, что именно так все и должно было закончиться. Но история эта, моя история, началась не с грохота выстрела, она началась с шепота. Меня зовут Николай Петрович Патов, и мне 67 лет. Я мастер, столяр старой закалки. Мои руки пахнут сосновой смолой и лаком, а не бумажными деньгами. Моя жизнь — это мастерская Патов и сыновья. Дело, которое я когда-то начинал с Сашкой, моим сыном, в продуваемом всеми ветрами гараже. Он был моей гордостью, моей надеждой. Его чутье на дерево было даром от Бога. Но беда постучалась в наш дом без спроса. Сначала ушла из жизни его маленькая дочка. Потом тяжелый развод. Сашка сломался. Он словно потерял часть души, а вместе с ней любовь к нашему делу. Однажды он молча собрал сумку и уехал в другой город искать себя, оставив мне не только осиротевшую мастерскую, но и своего сына от второго брака Егорку и его мать Марину. Звонил он редко, говорил сухо, будто между нами пролегла не 1000 километров, а целая пропасть. Тем вечером я, как обычно, закрывал массивную дверь мастерской. 2 оборота ключа в замке. Щелк-щелк. Этот звук был частью меня, ритуалом, завершающим долгий трудовой день. Спину ломило, пальцы, привыкшие к резцу и рубанку, подрагивали от усталости. Я подошел к своей старенькой «девятке», сиротливо стоявшей под тусклым светом единственного фонаря. На капоте слой пыли, на крыльях рыжие оспины ржавчины. Старушка, как и я. Дверь со скрипом поддалась. Я бросил на сиденье рабочую куртку и уже собрался сесть за руль, как вдруг почувствовал, что в машине кто-то есть. Сердце ухнуло вниз и замерло. И тут с заднего сиденья донесся тихий, испуганный шепот. «Деда, тише!» Я резко обернулся. В полумраке, съежившись в комок, сидел мой внук, Егорка. 10 лет, худенький, с огромными, как блюдца, глазами, в которых сейчас плескался животный ужас. «Егорка, ты что здесь делаешь? Я же думал, ты давно спишь», — выдохнул я, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Напугал меня до смерти. Он приложил палец к губам и снова прошептал еще тише так, что я едва разобрал. «Нас слушают». Я замер. Что за детские страхи? Но его лицо, искаженное неподдельным страхом, говорило об обратном. Я медленно и беззвучно закрыл дверь, сел за руль и обернулся к нему. «Кто слушает, внучек? Что случилось?» Егорка подполз ближе к моему сиденью, его маленькие ручки вцепились в спинку кресла. «Мама! Она говорила по телефону», — зашептал он, сглатывая слезы. «С каким-то дядей. Сказала, что ты уже старый, из ума выжил, и что надо скорее все переоформить. Говорила про какую-то генеральную доверенность». Генеральная доверенность. Это слово ударило меня под дых. Я вспомнил недавний разговор с Мариной. Она ворковала, как голубка. «Папа, вам надо отдыхать. Давайте я возьму на себя бумажные дела, а вы будете просто творить, как великий мастер». Наша мастерская в последнее время стала известной. Мы делали уникальную мебель на заказ, и клиенты порой приезжали из самой Москвы. Марина любила повторять, что мы сидим на золотой жиле, и ее глаза при этом загорались нездоровым блеском.
Они говорили, что ты скоро подпишешь бумаги, и у тебя ничего не останется, продолжал шептать Егор, и его голос дрожал. Что мастерская, дом, дача — все будет ее. А дядя в трубке смеялся. В разговоре она упомянула фамилию Зубовы. Зубовы. В нашем Приозерске эту фамилию произносили шепотом. Братки из 90-х, которые теперь стали уважаемыми бизнесменами. В голове замелькали обрывки последних недель, бегающие глаза нашего юриста Семена Марковича, загнанное лицо бухгалтерши Ларисы Ивановны, ее дрожащие руки. Все складывалось в страшную, уродливую картину. А еще Егор замялся. Мама сказала, что если я проболтаюсь или ты начнешь упрямиться, она сделает так, что ты просто исчезнешь. Сказала, Зубовы помогут, и никто искать не станет старого маразматика. Кровь застыла у меня в жилах. Это была не просто алчность. Это была прямая угроза. Моя невестка, мать моего внука, готова была стереть меня в порошок с помощью бандитов. «Деда, не езжай домой!» — прохрипел Егорка, и в его голосе была такая мольба, что у меня защемило сердце. Она все поймет. Я посмотрел в его полные ужаса глаза и понял, он прав. Я завел мотор. Старенькая девятка привычно задрожала. В кармане несколько мятых сотенных купюр. В голове ни одной ясной мысли. Но я знал одно. Этой ночью я должен спасти не только дело всей своей жизни, но и своего внука от его собственной матери. Я выехал со двора и покатил по темным улицам. Мой город, моя жизнь, которая в один миг превратилась в ловушку. Я взглянул в зеркало заднего вида. Егорка свернулся калачиком. Маленький испуганный воробыш. И я почувствовал, как внутри меня вместо старческой усталости поднимается холодная, твердая, как сталь, ярость. Ярость человека, у которого пытаются отнять последнее. Девятка несла нас в никуда. Мокрый асфальт шипел под колесами, размазывая по лобовому стеклу редкие огни ночного Приозерска. Я вцепился в руль так, что побелели костяшки пальцев. Рядом на пассажирском сиденье сидел Егорка. Я пересадил его поближе, чтобы он не чувствовал себя одиноким в пугающей темноте заднего дивана. Он молчал. Лишь изредка его плечи вздрагивали от сдерживаемых рыданий. Каждый такой вздох отдавался во мне тупой болью. Мы были беглецами в собственном городе. Час назад этот мир был моим. Каждый дом, каждый поворот хранил в себе воспоминания. А теперь все казалось чужим, враждебным. За каждым темным окном мне мерещились наблюдатели. Каждая проехавшая мимо машина казалась погоней. Страх, липкий и холодный, пытался сковать мои мысли, но я гнал его прочь. Я Николай Патов. Я пережил 90-е, когда жадовские гвозди могли проломить голову в темном переулке. Я пережил потерю сына, который, хоть и жив, умер для меня в тот день, когда отвернулся от нашего дела. Я переживу и это. Но страх за внука — это было другое. Он сидел рядом, маленький, доверчивый, втянувший голову в плечи, и я чувствовал себя виноватым. Это мой мир рушился, а его осколки ранили Егорку. Нужно было где-то остановиться, перевести дух, подумать. Впереди на выезде из города мерцала неоновая вывеска круглосуточного кафе. Стеклянный павильон, островок тусклого света посреди ночной мглы. Я свернул на гравий парковки. «Пойдем, Егорка, выпьем чаю», — сказал я,
стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Внутри пахло вчерашними чебуреками, дешевым кофе и хлоркой. За стойкой дремала полная женщина в несвежем фартуке. Кроме нас — ни души. Мы сели за столик у окна, выходившего на темное шоссе. Я заказал 2 чая и пирожок с капустой для Егорки. Он машинально откусил кусочек, но жевал без всякого интереса. «Егор», — начал я тихо, накрыв его маленькую холодную ладошку своей мозолистой рукой, «расскажи мне все, что слышал. Каждое слово важно». Он поднял на меня глаза, и я увидел в них не только страх, но и решимость. «Мама говорила, что зубы все решат», — прошептал он, «что у них есть свой нотариус, и он уже ждет. Она сказала, главное, чтобы дед не дернулся. А если дернется, Роману Зубову хватит одного звонка, чтобы заткнуть его навсегда». Роман Зубов, младший из братьев, самый отмороженный. Его имя всплывало в криминальных сводках еще в конце 90-х, но он всегда выходил сухим из воды. Значит, Марина не просто решила прибрать к рукам мой бизнес, она продала его бандитам, а меня, как старую мебель, решили выбросить. Она смеялась деда, Егор снова всхлипнул. Сказала тому дяде по телефону, старик совсем плох, верит в любую мою сказку. Подпишет все, даже не читая. А он в ответ... Он сказал, что после подписи ты станешь бездомным, и можно будет отправить тебя в дом престарелых, если повезет. Каждое слово внука было как удар раскаленным прутом. Ненависть к Марине, смешанная с горечью предательства, обожгла меня изнутри. Неужели я был так слеп? Неужели я, старый волк, прошедший огонь и воду, позволил этой хищнице так долго водить себя за нос? В этот момент колокольчик над дверью звякнул, нарушив сонную тишину кафе. Я инстинктивно напрягся. В павильон вошел высокий, крепко сбитый мужчина. Короткая стрижка, на лице застарелый шрам у брови, взгляд спокойный, но внимательный. Он был одет в простую черную куртку, но двигался с какой-то военной собранностью. Я узнал его. Роман. Не Зубов, а мой Роман, бывший десантник, который когда-то работал у меня начальником охраны. Ушел пару лет назад, решив открыть свое маленькое ЧОП. Он молча подошел к стойке, заказал кофе, не глядя в нашу сторону. Но я чувствовал его внимание. Он не пил кофе, а просто стоял, медленно поворачивая стаканчик в руках, и смотрел в окно, на парковку. Наконец он обернулся и направился к нашему столику. «Николай Петрович». Его голос был тихим, но веским. «Егор, доброй ночи». «Рома? Какими судьбами?» Я попытался улыбнуться, но вышло криво. Он не ответил на вопрос. Вместо этого он присел на край стула, наклонился ко мне и также тихо сказал: «За вами от самой мастерской идет серая приора. Вон она через дорогу стоит. Двигатель не глушит». Я посмотрел в окно. Действительно, на противоположной обочине, в тени деревьев, притаилась машина. В темноте ее было почти не видно, но теперь, когда я знал, где искать, я разглядел ее хищный силуэт. Сердце снова зашлось в бешеном галопе. «Мы уходим», — сказал Роман тоном, нетерпящим возражений. «Через черный ход. Сейчас». Он встал, бросил на стойку несколько купюр и кивнул нам. Мы с Егоркой поднялись. Роман провел нас мимо сонной продавщицы, через заваленную пустыми ящиками кухню, задней двери, запертой на ржавый засов. Мгновение, и мы оказались в темном, замусоренном переулке. «Сюда», — прошептал Роман, указывая на старенькую «Волгу», припаркованную в тени.
Мы нырнули в салон. Машина завелась с низким утробным рыком. Роман, не зажигая фар, вывел ее на дорогу и повел лабиринтом дворов и проулков, о существовании которых я даже не догадывался. Мы остановились у обычной пятиэтажной хрущевки. Подъезд пах кошками и сыростью. На третьем этаже нам открыла невысокая пожилая женщина в теплом халате. Тетя Валя, как представил ее Роман. Она встретила нас так, словно ждала. Не задав ни единого вопроса, она провела нас в крохотную, но идеально чистую квартиру, пахнущую пирогами и волокордином. «Располагайтесь, милые», — сказала она, глядя на нас с Егоркой добрыми, выцветшими глазами. «Ромка сказал, вам надо отдохнуть». Она уложила сонного Егорку на диван, укрыв его пуховым одеялом. А мы с Романом прошли на кухню. При свете тусклой лампочки под оранжевым абажуром я рассказал ему все. Он слушал молча, не перебивая, и его лицо было непроницаемым, как камень. Когда я закончил, он несколько секунд смотрел в одну точку, а потом сказал: «Зубовы — это серьезно, Петрович. Если они в деле, просто так они не отступят. Нужны доказательства, что-то, что можно пустить в ход». И тут мой мозг, до этого парализованный страхом, начал работать. Я вспомнил. «Есть две вещи, Рома», — сказал я, чувствуя, как во мне просыпается былая сила. Первое — это мой черный блокнот. Я вел его 30 лет. Там каждая сделка, каждый платеж, каждый контакт. Я все записывал от руки. Это мой архив. Он в мастерской, в тайнике под верстаком. «Хорошо. А вторая?» — спросил Роман. «Вторая?» — я усмехнулся. «Моя покойная жена, царствие ей небесное, всегда говорила: Коля, не храни все яйца в одной корзине». 10 лет назад, когда мы оформляли все бумаги на дом и землю, она заставила меня сделать копии всех документов. И я спрятал их в старой металлической коробке из-под печенья у Людмилы Павловны, моей старой подруги, на даче. Про эту коробку не знает никто, даже Сашка. Роман медленно кивнул. В его глазах я впервые за вечер увидел что-то похожее на одобрение. «Значит, у нас есть план», — сказал он. «Сначала на дачу за коробкой, а потом в мастерскую за блокнотом. Ночью». Я посмотрел на свои руки, лежавшие на кухонном столе. Руки столяра, привыкшие создавать, а не разрушать. Но теперь, кажется, им предстояло заняться именно этим. Разрушить паутину лжи, которую сплели за моей спиной. Бой только начинался. Ночь превратилась в нашего единственного союзника. Темная, безлунная, она укрывала нас своим плотным покрывалом. Мы выехали из города на старенькой «Волге» Романа. Двигатель урчал на низких оборотах, словно старый усталый зверь, а я вглядывался в пролетавшие мимо силуэты деревьев, чувствуя, как внутри все сжимается от напряжения. Рядом со мной сидел Роман, скала, воплощение спокойствия и уверенности. Егорка остался у тети Вали. Мальчик спал, измученный переживаниями, и расставаться с ним было тяжело, будто я отрывал от себя что-то живое. Но тащить его за собой в эту вылазку было бы безумием. Дачный поселок Заречье встретил нас мертвой тишиной. Покосившиеся заборы, заколоченные на зиму окна, скрип ржавых ворот на ветру. Здесь, казалось, время остановилось. Дом Людмилы Павловны, моей старой подруги, стоял на отшибе у самого леса. Я тихо открыл калитку, которая всегда поддавалась, если ее немного приподнять, и провел Романа по заросшей травой тропинке к сараю.
Сердце колотилось где-то в горле. А что, если коробки нет? Что, если Люда ее выбросила или перепрятала? Дрожащими руками я нащупал под старым верстаком связку ключей. Замок на двери сарая поддался с натужным скрежетом. Внутри пахло сухой землей, мышами и прелыми яблоками. В дальнем углу, под грудой старых мешков из-под картошки, я нащупал ее. Жестяную коробку из-под печенья с выцветшим рисунком снегирей на крышке. Я прижал ее к груди, как величайшую драгоценность. Внутри тихо брякнули бумаги. Мой спасательный круг. Следующая остановка — мой дом. Моя крепость, которая в одночасье стала вражеской территорией. Мы оставили машину в соседнем дворе и пробирались к дому пешком, прячась в тени деревьев. В окнах кухни горел свет. Я подобрался ближе и заглянул внутрь. За столом сидели две женщины. Моя невестка Марина и Лариса Ивановна, моя бухгалтерша. Марина что-то оживленно говорила, жестикулируя, на ее лице играла хищная улыбка. А Лариса... Она сидела сгорбившись, глядя в стол, и вид у нее был такой, словно она вот-вот расплачется. На столе стояла чашка с чаем, от которой шел пар. «Деда!» — прошептал сзади Егорка. Я вздрогнул. «Он должен был спать у тети Вали». «Ты как здесь оказался?» — прошипел я, втаскивая его в густую тень сиреневого куста. «Я не мог спать, я за вас боялся. Тетя Валя меня привела», — выпалил он. «Деда, не пей ничего, что она тебе даст. Я видел, как она что-то сыпала в твой чай, порошок какой-то. Я приезжал его к себе. Маленький мой разведчик. Он рисковал всем, чтобы предупредить меня. Мы проскользнули в мастерскую через заднюю дверь, ключ от которой всегда висел на гвозде за водосточной трубой. Здесь пахло домом. Запах дерева, стружки и машинного масла ударил в ноздри, и на секунду я почувствовал себя в безопасности. Мой верстак, мои инструменты, моя жизнь. Я отодвинул тяжелую станину и поддел доску в полу. Там, в неглубоком тайнике, лежал он. Пухлый, потрепанный блокнот в черной дерматиновой обложке. 30 лет моей жизни. Я сунул его за пазуху. Когда мы уже собирались уходить, дверь из дома в мастерскую со скрипом открылась. На пороге стояла Марина в домашнем халате, с идеальной укладкой, со слепительной улыбкой на лице. «Папочка, а вы что здесь делаете так рано?» Ее голос сочился медом. «Я вам смузи приготовила. Полезный, с чиа и шпинатом. Перед встречей с юристом надо подкрепиться». Она протянула мне высокий стакан с густой зеленой жижей. Ее глаза сверлили меня, пытаясь заглянуть в самую душу. Я взял стакан. «Спасибо, дочка. Заботливая ты у меня», — сказал я, а у самого в горле стоял ком. «Поставь на стол, я сейчас выпью». Я сделал вид, что отхлебнул, а когда она отвернулась, вылил содержимое в раковину, оставив на стенках зеленые разводы. Пусть думает, что ее план сработал. По дороге к Семену Марковичу я попросил Романа сделать крюк. Мы остановились у городской больницы.
Я нашел в коридоре свою давнюю знакомую, медсестру тетю Нину. За чашкой чая в ее каморке я осторожно завел разговор о Ларисе. «А, Лариска-то», — вздохнула тетя Нина. «Беда у нее. Братец ее, Витька, совсем с катушек съехал. Наркоман. Долгов наделал перед какими-то страшными людьми. Они его на днях чуть не покалечили, в больницу привозили. Лариска была сама не своя, плакала, говорила, что сделает все, что угодно, лишь бы его не трогали. Теперь все встало на свои места. Они держали ее на крючке. Бедная Лариса. Она была не предательницей, а жертвой. Офис Семена Марковича встретил нас с запахом дорогой кожи и дешевого вранья. Сам он выглядел так, будто не спал неделю. Потный лоб, бегающие глаза. Он суетливо разложил на столе бумаги. «Николай Петрович, тут простая формальность», — забормотал он. «Подписываем, и все ваши заботы на себя берет Марина Александровна». На столе лежала она. Генеральная доверенность. Я взял документ. Буквы плясали перед глазами, но я заставил себя читать. С правом продажи, дарения, обмена любого принадлежащего мне движимого и недвижимого имущества, без права отзыва. Это была недоверенность. Это был смертный приговор моему делу. «Где мой сын?» — спросил я холодно. «Я не подпишу ничего без него. Папа, Саша на вахте, вы же знаете», — раздался голос Марины от двери. Она вошла в кабинет, как королева. «Он мне полностью доверяет, мы с ним все обсудили». В этот момент на столе завибрировал кнопочный телефон Ларисы. Она бросила на него испуганный взгляд. Я успел заметить на маленьком экране сообщение от безымянного номера. «Витька у нас. Одно неверное движение, и он поплывет по реке». Лариса побледнела, как полотно. И тут же в кармане моей куртки завибрировал мой собственный старенький «Сименс». Номер был незнакомый. Я ответил. «Ну что, старый хрыч, надумал?» — раздался в трубке неприятный гнусавый голос. «Внук у тебя симпатичный. Как раз из школы скоро пойдет. Смотри, не опоздай встретить. А то ведь дети, они такие, теряются легко». Мир качнулся. Они угрожали Егорке, моему мальчику. Я вскочил, опрокинув стул. В глазах потемнело от ярости. Я больше не был старым больным человеком. Я был волком, защищающим своего волчонка. «Роман, к машине!» — рявкнул я. Мы вылетели из офиса, оставив за спиной ошеломленных Марину и Семена. Мы мчались по городу, нарушая все правила. Я смотрел на часы на приборной панели. 12:20. Уроки у Егорки заканчиваются в час. Мы должны были успеть. Мы просто обязаны были успеть. Старая «Волга» Романа ревела, как раненый зверь, несясь по улицам Приозерска. Я вцепился в приборную панель, не отрывая взгляда от стрелки часов. 12:30. 12:35. Каждая минута растягивалась в вечность, каждая секунда отдавалась ударом молота в висках. Слова из телефонной трубки «Дети теряются легко» горели клеймом в моем мозгу. «Быстрее, Рома, быстрее!» — хрипел я, хотя понимал, что он и так выжимает из машины все возможное. Роман молчал. Его лицо превратилось в каменную маску, только белые костяшки пальцев, сжимавших руль, выдавали его напряжение. Он вел машину не просто быстро, он вел ее на грани, срезал углы, проскакивал перекрестки на мигающий желтый, заставляя других водителей шарахаться в стороны под визг тормозов и отборную ругань. Мы неслись сквозь город, как снаряд, нацеленный в одну единственную точку — в старую кирпичную школу на окраине, где сейчас в этот самый миг решалась судьба моего внука.
В душе бушевала буря. Страх за Егорку смешивался с обжигающей слепой яростью. Яростью на Марину, на Зубовых, на себя самого. За то, что был слеп. За то, что позволил этому злу так близко подобраться к моей семье. В этот момент я готов был голыми руками рвать на части любого, кто посмеет тронуть моего мальчика. Стариковская немощь, боль в суставах, усталость — все это исчезло, смытое адреналином. Тело налилось свинцовой тяжестью и злой первобытной силой. Вот и школьный двор. 12:55. Мы успели. И я увидел его сразу. Среди толпы галдящих, высыпавших на улицу ребятишек. Мой Егорка стоял один у самых ворот. Он не бежал, не смеялся. Он стоял, вжав голову в плечи, и тревожно озирался по сторонам. Он ждал меня. «Егорка!» — крикнул я, выпрыгивая из машины еще до того, как она полностью остановилась. Он увидел меня. Его лицо на мгновение озарилось облегчением. Он шагнул мне навстречу, но в тот же миг из-за угла школы вынырнул неприметный мужчина в серой куртке и натянутой на глаза кепке. Он быстро подошел к Егору, грубо схватил его за руку и что-то прошипел ему на ухо. Внук дернулся, попытался вырваться, но хватка была железной. Мужчина потащил его в сторону припаркованной чуть поодаль, в тени тополей тонированной девятки. «Руки убрал!» — закричал я таким голосом, какого сам от себя не ожидал. Это был рев зверя. Я бросился через дорогу, не видя ничего перед собой. Откуда-то сбоку донесся визг тормозов, кто-то отчаянно засигналил, но я не обращал внимания. Расстояние до Егорки казалось бесконечным. Я видел его испуганные, полные слез глаза, видел, как он отчаянно упирается, пытается вырваться из лап этого ублюдка. Я налетел на похитителя коршуном, ложив в толчок всю свою массу, всю свою ярость. Он не ожидал такого напора от седого старика. Он отлетел в сторону, выпустив руку Егора. Я тут же заслонил внука собой. «Беги к Роме!» — крикнул я, не оборачиваясь. Мужчина, чертыхнувшись, поднялся с земли. В его глазах полыхала злоба. Он полез за пазуху. Я приготовился к худшему. Но тут рядом со мной, как из-под земли, вырос Роман. Он двигался беззвучно и стремительно. Короткий, точный удар в солнечное сплетение. Похититель согнулся пополам, хватая ртом воздух. Второй удар ребром ладони по шее отправил его на асфальт. Он рухнул мешком с костями. Из машины, которой он тащил Егора, выскочил второй, но, увидев, как Роман в 2 счета уложил его подельника, он прыгнул обратно за руль. Девятка с визгом сорвалась с места и скрылась за поворотом. Вокруг царил хаос. Кричали дети. Выбегали напуганные учителя. Школьный сторож в ужасе закрывал ворота. Роман наклонился над лежащим на земле мужчиной, быстро обыскал его. В кармане куртки лежал дешевый кнопочный телефон. Роман сунул его себе в карман. «Уходим, Петрович, быстро!» — скомандовал он. Я подхватил дрожащего Егорку на руки. Он вцепился в меня, как в спасательный круг, и зарыдал, сотрясаясь всем телом. «Все, все, мой хороший, все позади», — шептал я, гладя его по голове, а у самого по щекам текли слезы. «Я с тобой. Никому тебя не отдам». Мы вернулись в убежище тети Вали. Она встретила нас на пороге бледная, с иконой в руках. Увидев нас живыми, она перекрестилась и запричитала.
Егорку она тут же увела в комнату, напоила теплым молоком с медом и уложила в кровать, убаюкивая тихими, ласковыми словами. А мы с Романом остались на кухне. Напряжение спало, и меня же трясло. Руки не слушались, ноги стали ватными. Роман налил мне в стакан водки. «Пей, Петрович. Надо». Я выпил залпом. Огненная волна прокатилась по телу, немного приведя меня в чувство. «Это была не просто угроза», — сказал Роман, глядя в окно. «Это была попытка похищения. Теперь они не остановятся. Они загнали себя в угол». Он достал свой блокнот и телефон, отобранный у бандита. «Но и мы не будем сидеть сложа руки. До поздней ночи мы сидели на кухне, я, вооруживший своим старым черным блокнотом, и Роман со своим аналитическим умом. Я страница за страницей восстанавливал финансовую историю своей фирмы за последние пару лет. И то, что я находил, заставляло волосы на голове шевелиться. Услуги консалтинга, транспортная логистика, маркетинговые исследования, десятки счетов от никому неизвестных фирм-однодневок, Вектор Плюс, Глобал Сервис, Трансгарант. Суммы были огромные. Подписи на платежках были Ларисины, а резолюции к оплате Маринины. Они выкачивали из моей фирмы деньги как насосом, переводя их на счета этих пустышек. Это было не просто воровство. Это была планомерная, хорошо организованная афера. «Вот оно», — сказал я Роману, показывая ему очередной счет. «Вот куда уходили деньги. Они не просто хотели отобрать у меня мастерскую, они уже давно ее грабили». В этот момент на телефон, отобранный у похитителя, пришло сообщение. Роман прочитал его. Его лицо стало еще мрачнее. «Петрович», — сказал он тихо, — «у них брат Ларисы. Они пишут, что если до завтрашнего утра ты не подпишешь бумаги, они его убьют». И прислали фото. Он показал мне экран. На фотографии был избитый, связанный парень с кляпом во рту. Брат Ларисы. Мой мир, который, казалось, уже рухнул, рассыпался на мелкие осколки. Они играли по-крупному. Они не боялись ни крови, ни смерти. И я понял, что в этой игре мне придется либо идти до конца, либо потерять все. И не только имущество. Потерять честь, потерять внука, потерять себя. Фотография избитого Витьки, брата Ларисы, стала той последней каплей, которая переполнила чашу моего терпения. Внутри меня что-то оборвалось. Страх, который до этого сжимал сердце ледяными тисками, уступил место холодной, расчетливой ярости. Я посмотрел на Романа. В его глазах я увидел то же самое. Стальную решимость идти до конца. «Они думают, что мы испугались», — сказал я глухо. «Думают, что теперь, когда на кону человеческая жизнь, я сдамся». Они ошибаются. Мы не будем играть по их правилам. «Какой план, Петрович?» — спросил Роман. Его голос был спокоен, но я чувствовал, какая буря кипит у него внутри. «План простой», — ответил я. «Мы нанесем удар оттуда, откуда они не ждут». В моем старом блокноте среди контактов поставщиков и клиентов был один номер, записанный карандашом на задней обложке. «Воробьев. Газета». Серега Воробьев. Когда-то, лет 10 назад, я помог ему с мебелью для его крохотной редакции, почти за бесценок. Он был тогда молодым, горячим журналистом, который не боялся писать правду про городскую администрацию и про бандитов. С тех пор он стал известным в городе человеком.
Его небольшая интернет-газета «Приозерский вестник» была как кость в горле у многих уважаемых людей. Я позвонил ему с телефона автомата на углу, объяснил ситуацию в 2 словах, не вдаваясь в подробности. «Николай Петрович», — голос Воробьева звучал устало, но заинтересованно, «если у вас есть хоть какие-то доказательства, приезжайте. Вы знаете, где меня найти. Только осторожнее. За мной в последнее время тоже присматривают». Мы встретились поздно ночью в его маленькой прокуренной редакции. Я выложил перед ним все. Копии счетов из моего черного блокнота, распечатки названий фирм-однодневок, схему, которую мы с Романом набросали на листке бумаги. Я рассказал про шантаж, про похищение, про Зубовых. Воробьев слушал молча, его лицо становилось все серьезнее. Он долго изучал бумаги, а потом поднял на меня глаза. «Это бомба, Петрович», — сказал он. «Это не просто мошенничество. Это организованная преступная группа. Я копну по этим фирмам. Уверен, ниточки потянутся на самый верх. Но это опасно, очень опасно». «Я знаю», — ответил я, — «но другого выхода у меня нет». На следующий день на сайте Приозерского вестника появилась небольшая заметка, без имен, без прямых обвинений. В ней говорилось о криминальной схеме по отъему бизнеса у одного из старейших мастеров города, об участии в деле влиятельных бизнесменов с темным прошлым из 90-х и о давлении на сотрудников правоохранительных органов. Фамилия Зубовы не упоминалась, но для тех, кто был в теме, все было предельно ясно. Это был выстрел в воздух, предупреждение. Ответ не заставил себя ждать. Вечером того же дня телефон Воробьева перестал отвечать, а на следующее утро на въезде в город нашли его машину. Вернее, то, что от нее осталось. Сожженный дотла остов. Самого Воробьева нигде не было. Это было уже не предупреждение. Это было объявление войны. «Они его забрали», — сказал Роман, когда мы узнали новость. Его лицо было темнее тучи. «Теперь они пойдут ва-банк. Нам нужно уходить из города. Немедленно». В тот же вечер мы покинули Приозерск. Тетя Валя, плача, совала нам в сумку пирожки и теплые носки. Егорка, повзрослевший за эти несколько дней на целую жизнь, молча обнял ее на прощание. Мы ехали в неизвестность. Роман сказал, что знает одно место. Заброшенный охотничий домик в тайге в паре сотен километров от города. Там нас не найдут. Дорога была долгой и нервной. Каждая встречная машина заставляла напрягаться, но погони не было. Мы добрались до места глубокой ночью. Домик был именно таким, как я его и представлял. Бревенчатая избушка, пахнущая сыростью и забвением. Но здесь, в глухом лесу, под звездным небом, мы впервые за долгое время почувствовали себя в относительной безопасности. Но это была лишь иллюзия. На второе утро мы получили от них привет. На телефон Романа пришло видео. Качество было ужасным, но разобрать можно было. Избитый до полусмерти Воробьев, привязанный к стулу. И голос Марины за кадром, искаженный, но узнаваемый. «Ну что, папочка, доигрался? Твой писака больше ничего не напишет. Ты и твой щенок следующие. Если не хочешь, чтобы вы сгнили здесь, в лесу, привози все, что у тебя есть. Доверенность, оригиналы документов. Иначе мы найдем тебя. И тогда тебе никто не поможет». Егорка, который стоял рядом, услышал голос матери. Он затрясся и зарыдал, уткнувшись мне в колени.
Почему она такая? Почему она меня не любит?» — шептал он, и эти слова рвали мне душу на части. Я обнял его и в этот момент понял. Хватит бежать. Хватит прятаться. Они загнали нас в угол, как зверей. Но даже загнанный зверь может нанести смертельный удар. Я встал, посмотрел на Романа. «Мы возвращаемся», — сказал я твердо. «Петрович, это самоубийство», — покачал головой он. «Они нас ждут». «Да, ждут. Но мы придем не с пустыми руками. И не для того, чтобы сдаваться. Мы вернемся, чтобы закончить эту войну». В моих руках был главный козырь. Мой старый черный блокнот и коробка с оригиналами документов, которую Воробьев предусмотрительно отсканировал и спрятал на удаленном сервере, передав мне пароли. У них были заложники и сила. У меня была правда. Всю ночь мы готовились. Роман проверял свой старый охотничий карабин. Я снова и снова перечитывал свои записи, выстраивая в голове цепочку событий. Я знал, что иду на свой последний бой. Возможно, я не выйду из него живым. Но я не мог поступить иначе. Я смотрел на спящего Егорку, на его безмятежное лицо и понимал, что сражаюсь не за мастерскую, не за деньги. Я сражаюсь за его будущее, за то, чтобы он мог жить в мире, где правда сильнее кулаков, а честь дороже денег. На рассвете мы выехали обратно в Приозерск, обратно в пасть к дьяволу. Дорога казалась бесконечной. Впереди за горизонтом нас ждало логово Зубовых. Старый заброшенный склад на берегу реки. Я был спокоен. Страх ушел. Осталась только холодная звенящая пустота и одна единственная мысль, пульсирующая в висках. Если они хотят забрать мою жизнь, им придется вырвать ее из моих рук. Обратная дорога в Приозерск была похожа на путешествие в преисподнюю. «Волга» неслась по шоссе, пожирая километры. А я смотрел на пролетающий мимо унылый осенний пейзаж и чувствовал, как время сжимается, уплотняется, превращаясь в тугую пружину, готовую вот-вот распрямиться. Егорка сидел сзади, притихший, обнимая свой рюкзак, в котором лежал мой старый черный блокнот. Он больше не плакал. В его детских глазах застыла взрослая, тяжелая решимость. Он был солдатом на этой войне, как и мы с Романом. Мы не строили иллюзий. Шансов у нас было немного. Двое мужчин, один из которых старик и ребенок против своры вооруженных бандитов. Но отступать было некуда. Мы въехали в город на рассвете. Приозерск еще спал, укрытый сизым туманом, и эта сонная тишина казалась зловещей. Мы не поехали сразу к логову Зубовых. Сначала мы заехали к Ларисе Ивановне. Дверь она открыла не сразу. На нас смотрела измученная, постаревшая лет на 20 женщина с потухшими глазами. «Николай Петрович», — прошептала она. «Лариса, у нас мало времени», — сказал я твердо, но беззлобно. «Я знаю все. Про брата, про шантаж. У меня к тебе нет претензий, но сейчас ты должна выбрать, на чьей ты стороне». Я протянул ей мобильный телефон, который мы забрали у одного из бандитов. «Позвони Марине. Скажи, что я сломался. Скажи, что я готов подписать все, что угодно, лишь бы они отпустили Воробьева и твоего брата.
Скажи, что я приеду один на старый склад у реки и привезу оригиналы всех документов». Она смотрела на меня с ужасом. «Они убьют вас, Николай Петрович. Просто сделай это, Лариса. Это наш единственный шанс». Она заплакала, но кивнула. Дрожащими пальцами она набрала номер. Я слышал, как она, заикаясь, передавала наши условия, как в ее голосе прорезались фальшивые, заискивающие нотки. Я слышал торжествующий голос Марины в трубке. «Я так и знала, что старый хрыч сломается. Пусть приезжает. Мы его ждем». Старый склад встретил нас гулкой тишиной и запахом ржавого железа. Огромное полуразрушенное здание на берегу пересохшей реки. Идеальное место для убийства. Роман остался с Егоркой в машине, в лесополосе, метрах в 300 от склада. У него был карабин и рация. «Петрович, если что-то пойдет не так, я начинаю работать», — сказал он, проверяя затвор. «Твоя задача — вытащить заложников. Моя — прикрыть отход». «А Егорка?» — спросил я, и сердце сжалось. «Не волнуйся, он в безопасности. Он знает, что делать». Я вышел из машины и пошел к складу. Один. В руках у меня был старый портфель, в котором лежала та самая жестяная коробка из-под печенья, набитая бесполезными бумагами. Оригиналы были у Егора. Внутри склада было темно и холодно. Посередине, в свете одинокой лампочки, на стульях сидели двое. Избитый, но живой Воробьев и перепуганный до смерти Витька, брат Ларисы. Вокруг них стояли 4. Среди них я узнал Романа Зубова, самодовольного, холеного кабана в дорогом костюме. И рядом с ним Марина, моя невестка, с хищной, торжествующей улыбкой на лице. «А вот и наш герой», — протянула она. «Я же говорила, что ты приползешь, папочка. Где документы?» «Сначала отпустите их», — сказал я, кивнув на заложников. «Сначала документы», — усмехнулся Зубов. «Мы здесь диктуем правила». Я поставил портфель на пол и открыл его. «Вот, все, как вы хотели». Зубов кивнул одному из своих быков. Тот подошел, взял коробку, открыл, и его лицо вытянулось. Здесь старые газеты. В этот самый миг все и началось. Снаружи донесся сухой резкий хлопок, выстрел из карабина Романа. Один из бандитов, стоявших у окна, вскрикнул и рухнул на пол. В ту же секунду я, собрав последние силы, рванул вперед и со всей дури ударил портфелем по ногам второго охранника. Он потерял равновесие и упал. «Воробьев! Витька! Бегите!» — закричал я. Зубов, опомнившись, выхватил пистолет. Марина взвизгнула и спряталась за его широкую спину. Оставшийся на ногах бандит бросился ко мне, но я уже не был тем стариком, которого они хотели списать со счетов. Я был готов к этому. Я увернулся от его неуклюжего удара и пнул его в колено. Он взвыл от боли. Грянул выстрел. Пуля просвистела у самого моего уха. Зубов целился в меня. И тут произошло то, чего они никак не могли ожидать. Массивная металлическая дверь склада с оглушительным скрежетом начала закрываться, отрезая путь к отступлению. А с улицы, из нескольких мегафонов, ударил оглушающий, режущий уши вой сирен. Марина с ужасом обернулась на дверь, Зубов замер с пистолетом в руке, а я увидел в проеме закрывающейся двери маленькую фигурку моего внука. Это он, мой Егорка, добравшись до щитка управления, нажал на кнопку, а потом, как мы и договаривались, включил на полную громкость запись полицейской сирены, которую Роман предусмотрительно скачал на старый кассетный магнитофон. Это дало нам несколько драгоценных секунд. Воробьев и Витька уже были у черного хода. Роман снаружи прикрывал их огнем.
Бандиты заметались в панике. «Это обман! Тревога фальшивая!» — заорал Зубов, но было уже поздно. Момент был упущен. Я бросился к выходу. Последнее, что я увидел, это перекошенное от ярости и страха лицо Марины. Она поняла, что проиграла. Мы бежали через лесополосу к машине. Сзади раздавались выстрелы и крики, но мы уже были далеко. Через 2 дня Романа Зубова и всю его банду взяли не из-за нашей перестрелки, а потому что в дело вступили настоящие силовики. Оказалось, что отсканированные Воробьевым документы попали не только мне. Он успел переслать их своему другу в областное управление по борьбе с оргпреступностью. Наша рискованная вылазка стала лишь детонатором. Зубовых и так уже давно пасли. Марину арестовали как соучастницу. Ей дали большой срок за мошенничество в особо крупных размерах и организацию похищения. На суде она смотрела на меня с нескрываемой ненавистью. Ларису судили тоже, но за деятельное раскаяние и помощь следствию она получила условный срок. Ее брат отправился на принудительное лечение. Сашка, мой сын, приехал только через месяц, когда все уже закончилось. Он стоял передо мной, опустив голову, и что-то мямлил про то, что не знал, не верил. Марина его обманула. Я не стал его слушать. Я просто посмотрел на него и сказал: «Уезжай. У тебя больше нет ни отца, ни сына». Он уехал. И больше я его никогда не видел. Мастерская «Патов и сыновья» снова открыла свои двери. Работы было много. Воробьев, которого мы вытащили из лап бандитов, написал обо мне большую статью. Люди приходили, жали мне руку, делали заказы. Я стоял у своего верстака, вдыхая знакомый с детства запах дерева. Мои руки снова держали рубанок, а не оружие. Рядом со мной возился Егорка. Он подметал стружку, пытался что-то мастерить из обрезков досок. Он больше не был тем испуганным мальчиком из темной машины. Он был героем. Моим маленьким, отважным героем. Я посмотрел на него и понял, что все было не зря. Я стоял не просто бизнес, я стоял честь своей семьи. Я отстоял наше будущее. И теперь на вывеске моей мастерской было написано не «Патов и сыновья», а «Патов и внук». И это было самое правильное название на свете.